ищете «Кактус Медиа». С вами снова я, Наталья Тимирбаева, главный редактор «Кактус Медиа». И мы с вами продолжаем говорить о наших с вами правах в условиях пандемии. Сегодня мы говорим о трудовых правах. И в качестве эксперта выступает Чулпон Адамалиева, ведущий тренер-эксперт по кадровому администрированию компании Дмитрий Чуприна и партнеры. Здравствуйте, Чулпон, спасибо, что пришли. Вот смотрите, в период пандемии наши трудовые права, которые без того достаточно ущемлены, еще более сократились. Вот как изменились отношения работодателя и работника в условиях пандемии, на ваш взгляд? Год назад, когда началась эта вся кампания с пандемией, и работодатели начали повально отправлять людей в отпуск без содержания, были нарушены ряд требований трудового законодательства. Во-первых, постановление правительства обязывало работодателей отправлять в отпуск без содержания по инициативе работодателя, не по инициативе работника. Это абсолютно разные вещи. И вот работодатели, по большому счету, в добровольно-принудительном порядке заставляли писать отпуск без содержания. Что это влечет за собой? Это прежде всего они лишились их законных отпусков, законных выплат, по большому счету даже некоторых законного стажа работы. Кроме того, отправляя на удаленку, с ними не были заключены дополнительные соглашения, либо никак не были документированы трудовые взаимоотношения с работниками. Что повлекло очень много трудовых споров, исков, было где-то рядом, наверное, 5 звонков именно о трудовых отпусках, о том, что вот год урегулировалось, они приступили либо с онлайн, либо вышли с отпуска, и при этом при исчислении трудового отпуска тот период, когда они находились в отпуске без содержания, им не были засчитаны, то есть не были выплачены выплаты, которые положены работникам, когда за ними фактически оставалось место работы, и не по их инициативе они находились в отпуске без содержания. То есть, смотрите, законодательная база, позволяющая отправлять в трудовой отпуск без содержания, была, да? Была база, основание было. То есть никакого закона вроде бы нарушено не было, но при этом был нарушен основной документ о трудовых правах. Действительно, многие компании, они отправляли в отпуск без содержания, согласно приказу и так далее. Но большинство компаний, они вынудили работников самим написать заявление на отпуск без содержания. Ведь есть еще права не только трудящегося, но права и работодателя. Вот в таких условиях, в условиях форс-мажора, когда необходимо сохранять компанию все-таки, вправе ли вести себя таким образом работодатели, или, как велит им, может быть, трудовые документы, они должны все-таки что-то выплачивать людям, которых вынуждены отправлять? Когда они вынуждены отправить работника в отпуск без содержания, они ничего не обязаны им выплачивать. Лишь при исчислении трудового отпуска они обязаны брать в расчет тот период, когда они вынуждены находились в отпуске без содержания. То есть вот этот период, он все равно идет... Он должен входить в расчет отпуска. И в расчет стажа? И в расчет стажа, и в расчет отпуска. И выплачиваться он должен полностью. Вот. А в соцфонд как? Соцфонд. В смысле соцфонд? Допустим, они находились 6 месяцев в отпуске без содержания, правильно? Они находились. И, допустим, карантин закончился, 3 месяца, еще 6 месяцев человек отработал, он имеет законный свой отпуск. У него наступил период, согласно графику отпусков. Он идет в отпуск, и, соответственно, с этой суммы идет соцфонд. И налоговое отчисление, и подоходный налог, и так далее. А вот то время, когда я находилась... Я, другие люди находились в неоплачиваемом отпуске. Вот за это время накопления-то у него какие-то шли? Или... Нет, они не идут накопления, потому что у нас есть основной документ, это постановление правительства об объявлении чрезвычайной ситуации, либо карантина и так далее. Это является основанием для невыплаты, то есть мы можем не выплачивать как работодатель. Это одна проблема, когда человек вообще остался без работы. Когда ты находишься в неоплачиваемом отпуске, это ты находишься без работы. А вторая сторона медали – это люди, которые начали работать удаленно. На удаленке, да. То есть, например, среди моих знакомых есть люди, которые работают в международных организациях. И как только они начали работать удаленно, с ними был заключен огромный договор, где было
проговорены очень многие пункты. В том числе фирма Мгм. выделяла деньги на покупку кресла Супер. и стола, Ну. потому что человек начинал работать в Ну, в это смысле, международная организация, да. которая подчиняется международным Мгм, мгм. правилам. Что у нас в законодательстве в принципе удаленная работа предусмотрена? Или это белое пятно? Ой, это вообще страшный вопрос, конечно. У нас есть единственная глава, которая гласит «надомники». Надомники. У нас, то есть, да, был законопроект, он был вынесен на обсуждение, он потом так красиво заглох, и все. То есть у нас есть только глава надомники, где регулируется работа надомников, то есть это ручной труд, это прикладная работа и так далее. То есть другой главы, то есть других статей, регулирующих работу на дистанционную работу и на удаленке у нас нет. Он так бы и не был утвержден, и в Трудовой кодекс изменения не были внесены. И сейчас, понятное дело, да, что пандемия не закончена. Мгм. Чиновники все время говорят о второй, третьей и следующих волнах и о возможных других пандемиях. Мгм. Соответственно, нам нужно закрывать этот пробел как-то. Совершенно с вами согласна, да. Ведутся обсуждения, нет? Сейчас абсолютная тишина. Скажу так, ровно год назад, вот где-то в этот период, май-июнь, были разосланы в государственные учреждения, в крупные организации, именно это обсуждение по этой главе, там, внесение дополнений и так далее. Хотя он тоже, конечно, сыроватенький был, там не были оговорены вот эти именно технические моменты. То есть каким образом, например, работник может работать удаленно на дистанционке, да, если у него, например, не позволяют какие-то технические условия, возможно, даже бытовые условия. Да? То есть вот эти моменты там отправили на доработку, и очень успешно все это затихло. Да, потому что в этом случае, понятное дело, что, вот, скажу про себя, лично в моем случае все было решено нормально, все было обсуждено с руководителем. Действительно, непонятно, кто платит за интернет. И понятное дело, что компьютер дома мой собственный. И так называемые производственные травмы, условно говоря. Да? Понятное дело, что если это предусмотрено у нас в законодательстве, что если я получаю, находясь на работе, травму, либо по пути на работу, либо обратно, да, то это считается производственной травмой, и мне что-то там компенсирует. Если я нахожусь дома в рабочее время, и что-то на меня там... Нет, это тоже... это даже вот в главе надомники это не отрегулировано. Не отрегулировано. Нет, не отрегулировано. То есть если что случится, то это случится. В суд идти бесполезно. Бесполезно. Очень отрадно, что крупные компании, когда началась пандемия, скорее всего, наверное, это сыграло то, что они работали с международными компаниями, они, как вы говорите, они подготовили дополнительное соглашение, где оговаривались все пункты. Да? Вот место работы, время выхода на связь, время отчетности, это периодичность отчетности. И вот эти моменты, операционные, такие какие-то организационные моменты оговаривались. Но это единичный, конечно, случай. Единичный. А так, по большому счету, говорю, никаких дополнительных соглашений не было. Люди отправили красиво на удаленку, ты пошел и пошел, отработал. То есть законодательно у нас это не отрегулировано. Нигде. Потому что, смотрите, еще одна проблема, с которой особенно ярко столкнулись наши бедные учителя. Их рабочий день превратился в 24-часовой. Ну да. Им присылали всегда и все время. И это тоже и Министерство образования, и ничто никак не пыталось отрегулировать. Нет, нормативной базы, какого-то документа там правового, именно регулирующего эту работу надомников, вернее, на дистанционных работников нет. То есть это та работа, которую нам все-таки еще предстоит сделать нам как Да, обществу. и немалую работу, Потому что эти пробелы нужно это не только надо внести изменения в трудовое законодательство, да, у нас есть такие кодексы, другие как кодекс о проступках, там гражданские кодексы, то есть надо, чтобы они, говорю, параллельно работали. Потом, смотрите, вот у меня складывается ощущение, что пандемия, которая нанесла огромный экономический удар по как экономике в целом, так и по доходам отдельных компаний, заставила работодателей пересмотреть трудовые взаимоотношения. То есть большинство людей пытаются отправить, скажем так, неуставные отношения. Если раньше они были в штате, например, то теперь людей отправляют на патенты, например. На патент, да. А вот как раз я к вам ехала, ко мне позвонили с компании, с кыргызско-турецкой компании, сказали, что весь персонал 100%,
Сейчас переводят, 100%. 100% переводят на патент. Учитывая то, что это еще образовательная организация, конечно, я была в шоке, потому что работа сотрудников образовательного учреждения, она совсем регулируется по-другому. То есть как бы априори нельзя его переводить на патент, да? То есть переводят их на патент. И они сказали, что чем это нам грозит? Я говорю, да вам всем грозит. Чем это грозит? Ну, хотя потому что патент, он, как правило, регулируется не гражданским, не трудовым кодексом, он регулируется гражданско-правовым кодексом. То есть взаимоотношения не трудовые, там гражданские взаимоотношения. То есть вы, во-первых, лишаетесь всех соцльгот, да? То есть вам никаких больничных, никаких вам трудовых отпусков. То есть, и учитывая то, что патент, как правило, предполагает это ежемесячное продление, то есть вас в любую минуту по окончанию патента каждый месяц, у вас работник может просто с вами не продлить взаимоотношения. Понимаете? Вот. И то есть трудовые отпуска, ну, и помимо трудовых отпусков, там есть еще такие моменты, что, то есть, я вам коротко скажу, то есть никаких соцпакетов, абсолютно никаких. Ты наемник, у вас гражданские взаимоотношения, то есть они берут всех работников на оказание услуг. То есть ты пришел, оказал услуги, ушел. А чем это опасно для клиентов таких организаций? Это образовательное учреждение. Да. И значит, туда там идут либо взрослые учиться, либо вообще дети. Вот, ну там дети, да, там вот среднее образование. Это как-то отразится на получателях, вот на этих детях, то, что… Ну, логично, что получится, потому что, не дай бог, говорю же, в середине учебного года, да, образовательного будут меняться педагоги, да, это же по-любому скажется, правильно, и на качестве преподавания. И учитывая то, что психику наших детей, да, то, что чисто адаптация от одного преподавателя к другому чем-то может. То есть, как бы, думаю, что риски есть немалые. Да, и сам человек, сам работник может и не держаться за такую работу. Ну да, мотивация нулевая. Да, более… я думаю, что они, может быть, другим руководствовались вот именно руководители, да, что это будет как-то мотивировать, но я думаю, что мотивация нулевая. То есть если у тебя нет никаких соцгарантий, во-первых, а во-вторых, то у тебя каждый месяц, представьте, какая стрессовая ситуация, ты каждый месяц не знаешь, что там продлят с тобой это договор не продлят, там будешь ты дальше с ним работать или не будешь, да? А учитывая то, что в организации, я там спросила, средний возраст, это от 25-35 лет, понимаете, это же совсем молодые ребята, это, ну, в смысле, преподаватели, там не только преподаватель состав, я так поняла, это и медицинский персонал, это административно-хозяйственный персонал, то есть они всех их увольняют и опять берут на патент. Но, смотрите, даже если человек работает по патенту, с ним же должен быть… Да, договор на оказание услуг. И истечение срока патента… Да, автоматически. Либо он идет пролонгация, либо он прекращается. И работник в такой ситуации ничего сделать не может? Нет. Он не может обратиться… Он даже не работник, получается, да, он исполнитель. Он не работник, он исполнитель. Он не может обратиться в суд? Он никуда не обратится. Даже в правах он ущемлен, у него нулевые права, да. А в договоре оказывается его обязанности, его права, то есть он пришел, сделал работу, как бы ушел, и все. Это, наверное, удобно для тех, у кого много мест работы. Ну, как правило, это хорика, ну, то есть в рестораны на период, на сезоне, как они берут там, официантов, там, какие-то обслуживающий персонал, либо это уборщики служебных помещений, с которыми удобно заключать, да, подобный договор. Но я думаю, что не с преподавателями, не с психологами, не с врачами, да, которые работают с детками. Да, у которых должны быть традиции и какая-то история взаимоотношений с этим учебным учреждением. Ну да. Я напомню, что мы говорим о правах, трудовых правах в условиях пандемии. Мы разговариваем с Чулпон Адамалиевой, она ведущий тренер-эксперт по кадровому администрированию компании Дмитрия Чуприна и партнеры. Вот мы продолжаем с вами говорить о трудовых правах. Сейчас лето. Люди хотят поехать в отпуск. И в каких случаях люди имеют право на отпуск? Ну, люди все имеют право на отпуск, и во всех случаях право имеют все. Это с которыми заключен трудовой договор. Неважно, постоянный, непостоянный, временный, сезонный, по совместительству, абсолютно неважно. Я говорю, они все имеют право на отпуск, ну, кроме той категории лиц, про которую мы с вами проговорили, да, если у них гражданские отношения. Ну вот, прежде всего надо напомнить о том, что, да, график трудового отпуска
он обязан утвердиться за 2 недели до начала Нового года. То есть до начала Нового года, говорю, руководитель утверждает график отпусков. Ну, конечно. 15 декабря 2020 года мы должны были утвердить да, график. уже, да. То есть у нас график отпусков он должен быть утвержден, и вот согласно этому графику, говорю, что работники имеют право идти в отпуск. Ну, и, соответственно, при составлении графика отпуска рассматривать, чтобы там участки не оголялись, чтобы там не было, чтобы была взаимозаменяемость и так далее. Интересы работодателя тоже были учтены. Да, ну вот, то есть как бы составляется график работы, и то есть если у тебя подходит отпуск, то есть ты имеешь пойти, да. Но тут еще один нюанс, который, наверное, практически, мне такое ощущение, что не знают вообще в Кыргызстане, о том, что до начала отпуска работодатель должен за 2 недели уведомить работника о том, что у него отпуск начинается такого-то числа. Вот, допустим, сегодня я уведомляю о том, что, Наталья, у вас 14 числа начинается летний отпуск, да? Помимо того, это ваша, как работодателя, обязанность, да, я обязана вас уведомить. Ну да, конечно, это бюрократия, никто этим заниматься не хочет, поэтому небольшая шпаргалочка для HR. Можно за 2 недели просто сделать приказ, да, о том, что вот сегодня приказ мы подписываем, что с 14 числа вот Наталья идет в отпуск. Вот. Кроме того, очень важный момент, отпускные должны выплачиваться за 3 дня до начала отпуска. А если они не выплачены и вас не уведомили, вы имеете полное право не пойти в отпуск и дождаться, либо перенести на удобное для вас время. Вот такое право есть у наших работников. Удобное для меня время. Да. Не выплатили, да, не отправили 2 недели, не выплатили денежку. Вы можете я говорю, я иду в августе. Да, я пойду в августе. Вот вы мне не платили, я пойду в августе. Да, в августе, ага. Прекрасно. Вот я начинала работать в издательском доме «Вечерний Бишкек», где соблюдались абсолютно все трудовые права, и тогда мне был положен отпуск, в тот момент потом появился сын, поскольку у меня был ребенок школьного возраста, и мне, как ребенку школьного возраста, был положен отпуск в лет, вот я так помню. Да, 2 и более. До 14 лет, если у вас есть дети, вот так, да, начиная от 2 и более до 14 лет, это вы имеете право идти в отпуск летом. И кроме того, если вы мать-одиночка и у вас 1 ребенок, тогда тоже можете пойти летом. В остальных случаях по согласованию? Значит так, работники до 18 лет тоже идут летом. Затем, кто у нас идет? Лица с ограниченным здоровьем, вот они могут пойти летом. То есть им обязаны. Прям обязаны, если они хотят, конечно. Да. Ну да. Вот, если они хотят. На лыжах, ну да. То есть в этих случаях мы обязаны, короче, там по графику ставить их летом, то есть, короче, отправлять летом. Вот эти 3 категории лиц. Должна ли я брать сразу весь, вот если уж так уж мне повезло, что трудовой отпуск мне положен, должна ли я брать сразу 24? Вы имеете право, не 24, а 28. 28, значит так. Сколько всего? 28 календарных дней. 28 календарных дней, да. Соответственно, эти не могут, мы их можем делить на части. Вы можете взять 28 по согласованию с руководителем, вы как бы имеете право, либо можете поделить на части. Следует обратить внимание, что первая часть 14 дней в обязательном порядке должна предоставляться, в обязательном прям. А остальное хоть либо денежками можете взять, либо поделить на части, хоть по 1 дню. То есть я должна обязательно взять 14 дней это в обязательном порядке, подряд, да, в обязательном порядке, да. И обязательно их отгулять. То есть и обязательно их отгулять, да. Иначе, как понимают все, я сломаюсь. Да, вас буду бесполезным работником. За 14 дней, даже если вы взяли 28 дней, раньше, чем 14 дней, вас даже отозвать не могут. В смысле, работодатель не имеет права отзывать вас раньше, чем 14 дней. А оставшиеся 14 дней. Можете... 400. Такая моя мечта, да? Можете дробить сколько хотите. Кстати, у нас есть максимальный отпуск, не поверите. Например, в условиях высокогорья, и там, где есть и условия высокогорья, и особый характер работы, у них там добавляется до 60 дней. В год? Да, вот у них войдет 28 дней, да? Ну и, допустим, если у них там высокогорье там, от 3000 до 4000, у них добавляется 36 дней, вот 28, 36, да? Еще плюс добавляется, допустим, 12 дней за особый характер работы. Вот вам и 60 дней почти, если не больше.
идите работать в горы. Да, мало того, что находишься в горах. Да. Так еще 60 дней, да. Еще такой отпуск. Так вот, ну тогда давайте рассказывайте еще какие вещи мы не знаем про отпуск. Вот смотрите, 28 дней, 14 обязательно. В зависимости от условий и характера труда он может удлиняться. Да. Мы, там, целая категория лиц, которые имеют право в определенное время, в то, которое... Я так понимаю, что вот они могут идти, когда захотят. Да. В тот период, когда захотят, в тот сезон. А есть еще категория лиц, но это регулируется законодательством. Там у нас есть учителя, там транспортные работники, у которых удлинен, там государственные служащие, муниципальные служащие, да? Когда у них не 28, там начинается от 30, в зависимости от стажа она увеличивается. Это другая категория, это не про нас. Вот государственные служащие, в частности, преподаватели, тоже сотрудники образовательных учреждений. Да. И какая в этот трудовой отпуск зарплата сохраняется? Как исчисляется? Да. Ну, это так, это рисовать надо. Давайте так. Ну, давайте я вам коротко скажу так. Например, за каждый отработанный месяц, если мы, например, считаем, нет, у вас, если, давайте так, по порядку. Первый отпуск, право на первый отпуск вы имеете право после 11 месяцев. После 11 месяцев. Вот. Последующие отпуски уже там согласно графику. Например, но до истечения 11 месяцев есть тоже категории лиц, которые могут взять отпуск, да, до 11 месяцев. И в этом случае рассчитывается пропорционально отработанному времени. В общем, считается как? Целая схема, но это больше бухгалтерам, наверное. Это когда берется 3 ваших полностью вычеты ваши, то, что вы получали, там делится на категории, там 29,2, потом и так далее, и выходит ваша сумма. То есть я не пойму. Человек без... Да. Не, поймет. Да, это вам надо посчитать, какие у вас уже были выплаты и так далее. Это достаточно просто, если я, допустим, подойду к своему бухгалтеру. Бухгалтер, да, и она покажет. Есть схема, есть формула, да, есть схема, да. У тебя было столько-столько, и поэтому вот... Да, это сумма такая. А в отношении дней я вам могу объяснить, тут проще. За каждый отработанный полный месяц умножайте на коэффициент 2,33. Как пропорционально считать, да, то есть вы отработали, допустим, столько-то месяцев полных, да, и тут тоже бывает, например, если 4 месяца и 12 дней, а в расчет берется 4 месяца, все, что 13 и больше, оно округляется до полного месяца. Вот 4 месяца и 12 дней, на 4 месяца. Если 4 месяца и 13 дней и больше, тогда уже 5 месяцев. Этот месяц умножается на коэффициент 2,33, и выходит количество дней, на которые вы имеете право отдохнуть. И вот что теперь мне, как человеку работающему, сделать, мне лично, а вообще вот в каких случаях люди все-таки имеют право, при каких трудовых взаимоотношениях? На отпуск? Практически на всех, кроме трудовых всех. То есть даже если вы работаете на сезонных работах, даже если вы работаете на временной работе до 6 месяцев, вы имеете право на отпуск. Вы же понимаете, что сезонная работа, да? Вот сейчас мы писали про сбор ягод с полей. Человек просто наняли, ему просто платят живые деньги, там вообще никаких юридических вот мы сейчас как раз с вами говорим о правах, о том, что, говорю, что нарушаются права работника. Да. То есть все, что до сезонной работы, это все, что там до 6 месяцев сезонной работы, в этом случае тоже должны выплачиваться отпускные. Теперь самый главный вопрос, Наталья. При увольнении, неважно с какой работы, у нас постоянный, временный, сезонный и так далее, по совместительству при увольнении, работодатель должен выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. И неважно, сколько это лет. Потому что, да, вот это может быть и год, это может быть и 10. Вот порой, в прошлый раз мы с одной компанией считали, работник отработал 15 лет, мы там набрали такую нормальненькую кругленькую сумочку, да. Вот. За все дни неотгуленные, вот мы должны выплатить компенсацию. Конечно, есть другой вариант, мы можем предоставить, по желанию работника, мы можем предоставить ему отпуск на все эти дни, конечно, если он хочет, что бывает очень редко, конечно. Вот мы обязаны выплатить компенсацию за все дни. Неиспользованный отпуск. Вот смотрите, сейчас нередки такие взаимоотношения, что реализуется проект, меня нанимают
в этот проект, просто заключать договор, что с такого-то, такого-то числа, условно говоря, на год, и все. Вот я начинаю работать 1 июня 2021 года и заканчиваю работать 31 мая 2022 года. И все. То есть все. Меня наняли на этот проект. Да, это называется как раз вот работа до выполнения услуг. Нет, в смысле, по трудовому договору или на оказание услуг? Вот вопрос. То есть, да, вот у меня есть патент, и все, и здесь мне уже ничего не должны. То есть мне должны только выплатить сумму, оговоренную в договоре, да. И все. И на этом наши трудовые отношения заканчиваются. Да. Может быть, еще что-то, что мне должны, я должна указано. И то в этом случае нужно просто внимательно прочитать договор. Да, в случае, если по патенту, да. Вот. Если у меня, то есть для того, чтобы все-таки, если у меня нет ни патента, как у очень многих людей в нашей стране, нет ни договора, ничего, то я ни на что и рассчитывать. Но при этом вы можете доказать фактические отношения, то, что они у вас были, фактические трудовые отношения. То есть, да, есть, можете доказать, да, говорю, но в любом случае. Там, конечно, прежде всего, конечно, свидетельские показания, во-вторых, там бывает камеры видеонаблюдения, если находились. Чаще всего это у нас судебные иски происходят именно в ресторанах, кафе, когда незаконное увольнение, да, официантов, барменов, записи видеонаблюдения, возможно, какие-то чеки, квитанции, где вы подписывали заработную плату. То есть это все является доказательством того, что фактически ваши трудовые взаимоотношения, они были, существовали, да? То есть вы можете доказать. А если докажете, то, соответственно, работодатель должен выплатить вам все компенсации, которые он обязан. Это тоже нужно идти в суд, и очень сложно. Да. Просто нам очень, часто обращаются люди, которых приглашали на какие-то временные работы, обещали какую-то сумму и не выплатили. Особенно это часто происходит сейчас с изменениями. Вот как поступать в таких случаях, вернее, как поступать, чтобы не оказаться в таком случае? Прежде всего, надо в любом случае зафиксировать ваши трудовые взаимоотношения. Должен быть трудовой договор, и обязательно 1 экземпляр должен быть у вас. Да. То есть чаще обращаются, говорят, да, вот вроде бы приказ был, трудовой договор был, да, что-то подписывал, а что, говорит, мне не дали на руки, да? То есть в обязательном порядке экземпляр трудового договора, второй он должен быть у вас. Вот. В этом случае, конечно, очень даже и особо и париться не надо. То есть досудебное разрешение может быть вопрос любого. Просто приходишь к этому работодателю и говоришь. То есть, итак, давайте все-таки подведем итог. Для того, чтобы чтобы мне выплатили деньги, которые мне обещаны за краткосрочную работу, я должна заключить трудовой договор. Обязательно, да. И эта бумажка должна быть у меня. Она имеет юридическую силу. Конечно. В каких случаях? Во всех. Например, если на ней есть если на ней есть реквизиты, то есть работодатели, юридические реквизиты, и есть реквизиты работника, и они подписаны обеими сторонами, и, соответственно, она закреплена печатью. Все, она имеет юридическую силу. Реквизиты – это юридический адрес? Юридический адрес, да, подпись и печать. И печать. Да. Без печати и подписи не действительно? Нет, конечно. Знаете, все-таки все нужно объяснить. Да. Как чаще всего, это в этом случае, когда вас работодатель увольняет. Например, вчера у нас был случай, когда мне позвонили и сказали, что работодатель меня не увольняет. Я написала заявление, меня не увольняют, и ничего выплачивать не хочет. То есть у нас есть еще одна статья в Трудовом кодексе, наверное, которых мало кто знает, что, например, если вы написали заявление, заявление, как правило, пишется за 2 недели до увольнения. Это время для работодателя, чтобы он мог найти замену и так далее. Что за 14 дней, первое, за 14 дней, во-первых, вы можете отозвать свое заявление. Работник имеет право отозвать свое заявление за 14 дней до увольнения. В случае, если только на это место, в письменном виде, не приглашен другой работник, что, конечно, это редко бывает, разве что в государственных учреждениях, наверное. И второе, вы написали заявление, в обязательном порядке надо его зарегистрировать.
Потому что были случаи, когда написали заявление, работодатель говорит, ну, говорит, мне, говорит, как бы уже пора увольнять. Он сказал, да я не буду подписывать, как бы. И выкинул, да, то есть как бы было заявление и не было, еще доказывать приходится. Поэтому заявление обязательно надо либо зарегистрировать, либо когда зафиксировать о том, что это заявление действительно было передано руководителю. Раз. А как его зарегистрировать, если руководитель не хочет этого делать? А? Как его регистрировать? Не, ну как правило, говорю, в каждой компании ведется дело производства, да, есть исходящие, входящие документы, да, внутренний документ, то есть он регистрируется и передается. Ну, слава богу, да, у нас сейчас есть такие средства, что, говорю, уже не тяжело зафиксировать, да, передачу заявления. То да? есть это тоже считается регистрацией передачи заявления? Да, то есть, если там стоит резолюция работника, ну, да, не дают, вы не берете, там стоит резолюция руководителя, допустим, просмотреть, да, или в приказ, вы его зафиксировали, он у вас есть, да, вот. 14 дней прошло, говорю, первое, вы можете отозвать свое заявление, и второй момент, если через 14 дней работодатель, тем не менее, вас не уволил, да, вы можете на 15 дней просто не выйти на работу. Но опять же он не выплатил при этом мне мои положенные деньги. А теперь вот, значит так, за каждый день задержки вашей заработной платы он обязан 0,5% выплачивать им за каждый день задержки заработной платы. Кроме того, если он вам трудовую книжку не выдал, за каждый день задержки трудовой книжки выплачивается среднемесячная оплата труда. И что интересно, что нету исковой давности вот именно в это самое на истребование заработной платы. То есть сейчас вы можете через сколько лет прийти истребовать, но за каждый день будет выплачивать вам. Это работнику надо, а работодателю. Вот. Ой, надо. Это где все написано, в каком? В Трудовом кодексе. Вот, надо почитать. Читайте. Еще можно читать материалы, ЧУПом, и нас иногда консультируют, Да. и вас тоже. Да, ну вот приходите к нам на курсы. У нас вот практически ежемесячно, вот у нас 3-5 как раз будут курсы по кадровому администрированию. Там не только приходят HR, это и руководители, и юристы, и главные бухгалтеры. И удивительно, для них всегда такое открытие. Хотя, казалось бы, трудовой кодекс, он не такой уж у нас и большой, да? А у нас все прописано. Ну, беда наша, что не только работники, но и работодатели не знают своих прав. И не надо там искать, там где-то ковыряться, искать там другие нормативно-правовые акты. Достаточно одного трудового кодекса. Спасибо, Чулпон. У нас с вами истекает время, оно прошло так быстро. Давайте резюмируем нашу с вами беседу. Вот сейчас, когда продолжается пандемия, когда мы вынуждены соблюдать еще какие-то меры, вот на какие, вот на что мы имеем право как работники, могут ли нас отправить в неоплачиваемый трудовой отпуск, что нам делать, когда мы продолжаем работать, мы находимся дома, и что нам делать, когда мы находимся? Ну, прежде всего, если работодатель, он имеет право, да, он как бы, ну, согласно Трудовому кодексу, работодатель не имеет права инициировать сам отпуск без оплаты, да, отправлять. Но в нашем случае, при чрезвычайной ситуации, если работодатель инициирует, работник должен знать, да, что за период, когда он находился в отпуске, этот период засчитывается ему в отпуск, в трудовой отпуск, и на выплату тоже влияет. Вот. То есть, если если он сам написал отпуск без содержания, то в этом случае ему не то, что это не выплачивается, еще будет минусоваться с отпуска, с трудового отпуска, потому что все отпуски без оплаты, без содержания более 12 дней, они минусуются. Вот момент. А второе, про отпуск мы сказали, что там у нас еще было? Что нам нужно, если я... Вы пошли на удаленку, да, вы продолжаете работу. В обязательном порядке дополнительное соглашение к трудовому договору, где вы прописываете, да, все ваши права, обязанности, место работы, там, новые условия работы и так далее. Чтобы потом у вас не возникало вопросов, да, время работы, когда вы ходите на связь, но каким образом, да, вот как был случай, когда у нас же в Кыргызстане уволили работника, потому что к нему позвонил начальник в 11 часов, да, его не оказалось на месте, то есть он не вышел на связь там по Zoom и так далее, то есть вот эти моменты тоже надо оговаривать в обязательном порядке, то есть по какое времени вы находитесь рабочий, или у вас там суммированно идет отчетность, да, либо в конце дня вы там выходите на связь, делаете отчет и так далее, либо в течение дня, в какой временный период вы будете выходить на связь с работодателем. Вот этот момент очень важен. И моменты, конечно, технического оснащения тоже в обязательном порядке. То есть кто будет обеспечивать и отвечать, допустим, за технику и так далее, и платить будет. Да. Все понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Это огромная тема. Я думаю, нам еще предстоит продолжать в этом разбираться. Мы говорили о правах, о трудовых правах в условиях пандемии. С нами
нам все это объясняла, Чулпон Адамалиева, ведущий тренер-эксперт по кадровому администрированию компании Дмитрия Чуплина и партнеры. У нас, кстати, на сайте есть несколько материалов с Чулпон, я думаю, они будут вам всем интересны. Спасибо вам, Чулпон, за интересное. Мне было, при том, что мои трудовые права всегда соблюдаются, слава богу, но я тоже узнала много нового. Я надеюсь, что и для вас эфир был полезен. Спасибо вам, что были с нами. До новых встреч. Всего доброго.